Первый республиканский фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии собрал умельцев разных возрастов со всей республики. Представленный материал удивителен и разнообразен. Работы по мрамору, гончарному искусству, резьба по дереву, плетению, вышивки серебром и бисером, изделия кожевенных мастеров, различные куклы из текстиля и фарфора. Это всего лишь небольшой перечень. Мы сознательно отказались от конкурсной формы. Здесь очень сложно определить, кто лучше, кто менее талантлив. Ваши работы говорят о том, что вы все талантливы. Наша была задача способствовать развитию народного декоративного прикладного искусства Абхазии. К счастью, мы сегодня наблюдаем рост количества и качества работ, представленных на этом фестивале. В Абхазии много талантливых людей. И главная цель таких фестивалей – продвижение местных мастеров, которые работают в основном только для себя, занимаясь любимым делом. Творчество Ольги Кварджия из Ачамчиры началось случайно, с приобретения швейной машинки. Сейчас радиотехник по образованию вручную мастерит прекрасные куклы, используя натуральные материалы из кожи и шерсти. Я даже сама не знаю, как ко мне это пришло. Появилась машинка швейная в доме, но надо же было что-то шить. И вот так понемножку, не знаю, сначала шила своим детям куколки, играть. Они все у меня игровые, в них можно играть, это не статуэтки. И вот так вот детям, все дети радовались, сказали, и мы хотим, и мы хотим. И, в общем, все начала раздаривать, потом кто-то начал заказывать мне это. И вот так все пошло, и до сих пор вот я шью. Свои работы на фестивале представил и Сухумский центр детского творчества. Среди них изделия из дерева, передающие национальный колорит. У нас работают в основном профессиональные преподаватели, те, которые связаны именно с народным творчеством, и по дереву, по керамике, по металлу, по ткани. И есть такие некоторые виды технического творчества, которые только выставлены здесь в виде авиамоделирования и судомодельное. И декоративно-прикладные разновидности, квиллинг и вышивание гладью, крестиком, в общем, такие вещи. Когда дети интересуются народными промыслами, народным творчеством, они видят, как выглядят те бытовые предметы, к сожалению, которые уже теряют свою значимость, но они остались во многих семьях. И они выглядят так, как они выглядели 100 лет тому назад. Выставка будет открыта до 20 декабря. У всех любителей народного промысла и ремесел есть прекрасная возможность не только насладиться красотой и уникальностью выставленных работ, но и приобрести понравившиеся им вещи. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.